Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я в новом фартуке, как видите. Меня Галя снабдила фартуками, я не отдала своим дочкам. Хотя они и не забирали у меня, если честно. Так, ну что, новый день. Вчера у меня был гость. Но об этом я пока буду молчать. Когда выйдет ролик чуть-чуть попозже, вы об этом все узнаете. А сегодня новый день. Вчера я больше ничего не успела по ходу сделать. Я единственное, что сделала аджику абхазскую и какую подготовку. Почистила там лук, почистила морковь. Все эти подготовительные работы были сделаны, но дальше ничего не делала. Дальше буду делать сегодня. А сейчас я просто быстро сделаю варенье из фейхоа. Ну, можно сказать, даже это и не варенье, потому что оно не варится. Просто я боюсь, что эта ягода у меня испортится, если будет долго стоять. Надо быстрее ее сделать. Я ее в холодильник не положила, потому что на улице, в принципе, прохладно. И мы вместе с вами быстренько сейчас сделаем варенье из фейхоа. Полезное. Тут очень много витаминов, йода. Но это все, наверное, вы знаете. Можете загуглить, посмотреть. Я не буду долго умничать. Конечно, было бы полезно сделать его не с сахаром, а с медом, если для полезности. Но я его всегда делаю с сахаром. Может быть, просто так мы, ну, не такое полезное едим, по идее, да? Оно очень нравится старшему моему сыну и нравится мне и маме. Больше никто его не ест. В прошлом году я его сделала очень много, у меня даже оставалась лишняя баночка, поэтому в этом году пока только из 2 килограмм, а там посмотрим. Если получится, то еще килограмма 2. Я не знаю, почему-то вот всю жизнь не могу готовить мало. Вот если я что-то заготавливаю, то этого должно быть очень много. Но надо привыкать, лишнее не делать. Все, теперь я покажу свои ингредиенты и потихонечку начнем. Так, вот наши ингредиенты. У меня тут 2 килограмма фейхоа. Я его промыла, поставила, чтобы стекла водичка. Но я сейчас буду чистить, а потом еще раз пройдусь полотенчиком бумажным, чтобы высушить, чтобы не было воды. Значит, на килограмм у нас идет 1 апельсин и 800 грамм сахара. Но у меня, как я сказала, 2 килограмма, у меня в 2 раза больше. У меня получилось так, что 1 апельсин больше, 1 меньше, но ничего страшного. Апельсины, друзья, я помыла под хорошей горячей водой, щеткой, чтобы вымыть ну, воск, который на них. Потому что 1 апельсин у меня будет идти с кожурой. По рецепту пол апельсина с кожурой, пол апельсина без кожуры. Вот. А у меня 2 килограмма, поэтому я с большого апельсина уберу, а маленький оставлю. Пускай будет поменьше кожуры. Так, ну показывать, как чистить апельсин, наверное, не стоит. И то же самое я сделаю, ну не то же самое, а вот эти вот кончики отрежу у фейхоа. И вот так вот быстренько все это сделаю. И подключусь снова к вам, когда закончу это делать, чтобы не отнимать у вас очень много времени. Ну вот, мои дорогие, подготовила я ингредиенты. Вот, хорошенечко высушила и обрезала кончики. За это время у меня потух свет. Даже нож взяла. Но мы включили генератор. Включили генератор. Так, апельсин, как видите, тоже. Сейчас я его разрежу, выну семечки, и мы все это будем пропускать через мясорубку. Так, семечек не вижу. У нас сегодня прекрасная погода, друзья. Осень нас балует в этом году. Не холодно, не сыро.
имею в виду, дождей нет. Так, точно так же я этот разрежу. Нет здесь никаких семечек. Апельсин без семечек. Так. Вижу у меня. Я посуду вчера ночью помыла всю, но не разобрала. Потому что было поздно, когда я легла вчера. Где-то 2 часа только ночи. Заснула. Ну, еще до того, как заснуть, было 2:30. Не знаю. После 2:30 я не помню. Так, все. И теперь начнем пропускать это дело через мясорубку. Так, Ибрагима нет дома, чтобы мне там музыку поставить или ускорить, поэтому я не буду. Буду конвертировать сама и быстро сегодня отправлю его. Может быть, у меня больше и не будет сегодня ролика, не знаю. Работы много, не успеваю. Так, также сейчас и пропустим. Ну вот, все перекрутили. Теперь интересно в этой чашке. Аромат стоит. Засыпем сахаром. Тщательно перемешаем. Не знаю, почему-то всегда нравилось мне делать заготовки. Все время готовить. Всю жизнь люблю готовить. Люблю, чтобы хвалили то, что я приготовила, если честно. Не знаю, заморочка у меня такая. И пока мне не пришлют отзыв, если вот, например, на заказ приготовила, вот сколько не готовлю, все равно, вот пока отзыв не пришлют, не напишут, не позвонят или не скажут, вот я не успокаиваюсь. Вот отзыв пришел, все, я спокойна. И дома тоже так. Вот мы садимся, едим. Пока не скажут, мама, вкусно, и мне как-то не по себе бывает. Вот это вот у нас должно быть. То, что они не сказали спасибо, у меня ничего не значит. Но если не сказали вкусно, то ну какое-нибудь такое, знаете, именно приготовленное блюдо, они же не будут говорить там вкусно от банальной там яичницы или каши. Вот что-то я приготовила, и я должна знать, что это вкусно, что им понравилось. Такая у меня заморочка, друзья. Честно сказать, я даже разговаривать боюсь. Потому что пишут, вы тратите наше время, немного разговариваете. Не знаю, ну, наверное, у меня канал как-то ассоциируется с готовкой, хотя я всегда говорю, что у меня канал не кулинарный. И теперь вот буквально минут 10-15 я оставлю его, а потом перелью, залью по баночкам. Ну все, варенье наше постояло. Теперь мы будем его переливать.
такое получается как бы вязкое. Ну вот сколько у меня получилось. Значит, 2 700-граммовые баночки, 3 пол-литровые. Ну и вот столько. Сейчас мы их закроем. Я храню его всегда в холодильнике, друзья, поэтому, в принципе, и не так много готовлю, потому что в холодильнике место оно занимает. Я не знаю, у меня нет холодного места, у меня только кладовка, а в кладовке не всегда холодно, поэтому я храню в холодильнике. Вот эти две закатаем. Вот так вот. Теперь я дальше займусь по хозяйству пока еще. Не надо молоко посепарировать. Я не буду снимать. Потом прибрать за собой, убрать всю посуду, которая стоит у меня в обоих раковинах, можно сказать. Ну, мытые уже. Надо все по местам расставить. Вот так вот. Наши заготовочки. Варенье из фейхоа. Полезное и вкусное. Самое главное, оно очень вкусно. Ну, конечно, и полезно. Ну, вот как-то так, друзья. Этот ролик пойдет таким маленьким. Сама его соберу. Всех благ вам.